Он начал угрожать мне, чтобы заставить меня замолчать, открыто. Он говорил: «Послушай, если ты собираешься разоблачить меня, то мне сойдет это с рук. Я могу использовать что угодно в качестве оправдания, и ты ничего не добьешься. Никто не собирается тебя жалеть. Женщины не будут, мужчины не будут. Я могу привести любое оправдание. Я могу сказать им, что я был сексуально неудовлетворен. На самом деле, мне даже не нужно приводить никаких оправданий. Я дал тебе махр. Было 2 свидетеля, которые сказали, что все уже сделано. Все было запечатано. Я в безопасности. Я никогда не представляла, что он может предпринять что-то подобное. Кто угодно, только не он». Всем привет и добро пожаловать. Это пророк-вероотступник. Я хочу поговорить о некоем Мухаммеде Хиджабе, очень известном мусульманском проповеднике, у которого более миллиона подписчиков на YouTube. Мухаммед Хиджаб, который, по-видимому, такой же извращенец, как и его пророк Мухаммед. Недавно выяснилось, что у него были тайные отношения с женщиной, не являющейся его законной женой. Это история моего брака с Мухаммедом Хиджабом и о том, как его действия, которые, по его словам, разрешены Аллахом, полностью разрушили мою жизнь. И что он, по сути, психологически использовал ее и издевался над ней, пока в конце концов не бросил. Он сказал мне: «Я не похож на твоего бывшего мужа. Что бы ты ни увидел в социальных сетях, не волнуйся, потому что я очень хороший муж». Более того, он продвигал эту идею и уверял меня, что я буду очень счастлива с ним. Столько раз уверял меня, что он обо всем позаботится. Я была взволнована, я была очень взволнована, я была счастлива. У меня будут дети, и я была готова иметь детей. Внезапно он все прекратил. Он сказал так: «Думаю, лучшее, что я могу сделать для тебя прямо сейчас, это отказаться от этого брака». Я была в замешательстве, особенно после того, как он признался в своих чувствах. Я попыталась получить от него объяснение, но он не дал мне никакого ответа. Поэтому мы прекратили общение. Через 8 месяцев он снова связался со мной. Он извинился и сказал: «В прошлый раз я не смог вступить в брак, потому что у меня были личные причины. Я вернулся, теперь я здесь, давай продолжим. И я готов, не волнуйся, на этот раз мы продолжим. Давай просто сделаем все по-быстрому». И он торопил процесс. Он также сказал: «Я не готов встретиться с твоим отцом лично, по личным причинам». И я доверилась ему. Он сказал: «Давай сделаем это через Zoom», что на самом деле это халяль. Тебе просто нужно убедить своего отца. Но также он сказал мне, что не готов показать свое лицо. Я была в замешательстве. И это после того, как он постоянно лгал ей, давал пустые обещания. Одна из самых отвратительных вещей во всем этом заключается в том, что Мухаммед Хиджаб некоторое время назад снял видео, в котором он сделал нелепые заявления. Например, о том, что Илон Маск или кто-то от имени Илона Маска реально угрожал ему. Недавно я получил угрозу от человека, который очень хорошо знает Илона Маска, который поддерживает с ним контакт. Задокументированный публичный контакт Илона Маска. И эта угроза, по сути, была шантажом. Да, вы не ослышались. Меня шантажировали тем, что если я не перестану нападать на Илона Маска, меня обвинят в преступлении, которого я не совершал. Угрожая разоблачить определенные вещи о нем или сфабриковать какую-нибудь клевету на него, чтобы создать впечатление, что он придерживается каких-то серьезных моральных принципов. Это было отчасти предсказуемо. Но то, что он очевидно делал, было подготовкой сцены и всех к тому, что должно было произойти. Это очень смешно. Это звучит, как если бы кто-то совершил ужасное преступление и хочет найти какой-нибудь предлог, чтобы найти себе оправдание. Он использовал эту женщину и солгал ей, занимался с ней сексом, привел ее в гостиничный номер и сказал: «Эй, это абсолютно халяльно, все в порядке. Я собираюсь жениться на тебе, я собираюсь заботиться о тебе, я собираюсь оказывать тебе финансовую поддержку и так далее. Вместе мы станем хорошей семьей». После никаха Мухаммед Хиджаб захотел иметь брак только для секса. Он хотел брак только для отеля. Но на этом он не остановился. Было еще кое-что. Он сказал мне: «Послушай, просто веди себя, как моя девушка. У нас будут отношения, как у парня с девушкой. Не волнуйся, это халяль. Мы теперь женаты». Но он просто лгал ей, издевался над ней и использовал ее для секса. А потом, по сути, бросил ее, не сказав ни жене, ни своей семье, которая есть у него дома. Тебе придется привыкнуть к этой ситуации, ведь это халяль. В этом нет ничего плохого. Зачем ты все усложняешь? Не волнуйся, я постараюсь, чтобы ты не забеременела. Это настоящие отношения. Я собираюсь сохранить это в таком виде до конца нашей жизни. Я спросила его: «Не собираешься ли ты изменить то, что обещал мне позже?» Он ответил, что нет, для меня такая схема подходит лучше всего, и я не собираюсь ее менять.
Как только он сказал это, я попросила развод. Он сказал, что не намерен оплачивать счета или арендную плату. Он сказал, что не просил меня об этом, когда мы собирались пожениться. Он сказал, что просто хотел иметь полную свободу действий. Все зависит от него. Он никогда не сменит отель. Никогда. Он никогда не будет говорить с моей семьей. Никогда. Он никогда не собирается ни за что платить. И у нас не будет детей. Он не будет заботиться о моей дочери, ни о чем. У нас никогда не будет дома. И все это он делал, оправдывая свое поведение исламом. С юридической точки зрения, мужчина может это сделать. Это зависит от мужчины. Ни одна женщина не может отнять это право у мужчины. Это невозможно. Значит, это правильно. Итак, согласно исламу, любой из нас может тайно жениться на второй жене. Абсолютно. Или любой другой мужчина. С точки зрения ислама нет ничего плохого в том, чтобы мужчина женился на другой женщине без ведома первой жены, и в этом нет ничего запретного. На самом деле, я не видел ни одного расхождения во мнениях ни у одного из 14 поколений приверженцев ислама. Это так. Любой ученый, который говорит, что нет, женщина должна знать, что он должен сказать ей, такого не существует. Он рассказывал этой женщине, что по исламу ему позволено делать то, что он всегда и делал. Он начал угрожать мне, чтобы заставить меня замолчать, открыто. Он говорил: «Послушай, если ты собираешься разоблачить меня, то мне сойдет это с рук. Я могу использовать что угодно в качестве оправдания, и ты ничего не добьешься. Никто не собирается тебя жалеть. Женщины не будут, мужчины не будут. Я могу привести любое оправдание. Я могу сказать им, что я был сексуально неудовлетворен. На самом деле, мне даже не нужно приводить никаких оправданий. Я дал тебе махар. Было 2 свидетеля, которые сказали, что все уже сделано. Все было запечатано. Я в безопасности. Я никогда не представляла, что он может предпринять что-то подобное. Кто угодно, только не он. Таким образом, он следовал списку исламских предписаний, как он утверждает, и ничто из того, что он делал, на самом деле не было харамом. С точки зрения ислама, давать ложные обещания женщине, на которой вы собираетесь жениться, нормально. С точки зрения ислама, вы не должны выполнять эти обещания. Согласно исламу, вы не обязаны разговаривать с родственниками жены. Вам даже не нужно просить их благословения после никаха и поздравлений. С точки зрения ислама, жить в отеле — это нормально. Муж может ездить со своей женой куда захочет. Он не обязан ни за что платить. Он не обязан обеспечивать меня всем необходимым, потому что мне это не нужно. С точки зрения ислама, это нормально не иметь детей. Сахабы обычно избегали заводить детей. В исламе принято хранить все в тайне, чтобы сохранить брак, даже если вы приезжаете в отель по отдельности и выходите из него по отдельности. Мухаммед Хиджаб, мы знаем, что ты очень больной человек. Я лично знаю, что ты очень больной человек. Манипулятор, лжец, нарцисс. В чем ты мне также признавался. Но если бы я хотел сделать заявление здесь или обратиться к людям, я бы все равно не обращался к этому ублюдку, к этому больному маньяку. Я бы скорее обратился к мусульманам, мусульманским ученым и другим, кто поддерживал его, и к апологетам, которые с ним дружат. Это то, что представляет собой ваша община? Где все, чтобы призвать к ответственности этого ублюдка, этого больного человека? Так представляет себя ислам. Он жестоко обращается с женщинами. Это был глупый вопрос. Конечно же, жестокое обращение с женщинами в исламе — это нормально. Но разве такое обращение с женщинами, ложь и даже оскорбление собратьев-мусульман оправдывается исламом? Это нормально? Собирается ли умма позаботиться об этом? Или это будет замято как проступок брата-мусульманина, который мы не должны преувеличивать и выносить на всеобщее обозрение, потому что это вредит имиджу, и мы хотим скрыть грехи брата и так далее. Это тот путь, по которому вы собираетесь идти? Вот в чем проблема. Мухаммед Хиджаб ведет себя как пророк Мухаммед, как извращенец. Его не волнует честность, его не волнует порядочность. Он использует женщин, он извращенец, он очень болен. Вероятно, у него проблемы с психикой. Он с трудом может контролировать себя. Он нарцисс. Потому что ислам не делает из вас хорошего человека. Ислам не учит вас быть хорошим человеком, как какой-нибудь хороший человек, которого вы берете себе в качестве примера. В качестве примера у вас есть Мухаммед, который был извращенцем, маньяком, насильником, убийцей, педофилом и так далее. И в исламе вас, по сути, учат следовать этим правилам. Это свод законов, и если вы их нарушите, то будете наказаны Аллахом. А если вы будете их соблюдать, то будете вознаграждены Аллахом. По сути, это очень примитивный способ дрессировки бессловесных животных.
Это не способ воспитать хороших людей. В этом проблема ислама. Вот плоды, которые мы видим прямо здесь. Ты разрушил мою жизнь. У меня были дава-проекты. Я работала с 10 сестрами. Я выполняла свою дава-работу. Я сама заботилась о себе. Я была готова выйти замуж за настоящего мужчину, за того, кто действительно будет заботиться обо мне и моей дочери. Я хотела иметь детей. У меня были амбиции, у меня были эмоции, у меня была любовь, у меня было доверие, у меня была вера. Ты разрушил абсолютно все. Ты отнял у меня здоровье. Ты отнял у меня все. Что с вами не так, люди? Позор вам, вы больные. Позор тебе, Мухаммед Хиджаб. И всем тем, кто поддерживает таких, как он. Вы больные люди. Держитесь подальше от ислама.